Яңы саат Қырымда айтқанымыз кебі сайғылы достар, мұна бізім телеканалымызда олған программаларының анонсларыны сіз сейреттіңіз. Шымды есе бізім студиямызда мұсафірлер болуын мақтаве біз оларыны тақдим етмеге істейміз. Эбет, бізім Қырымымызда спортчыларының сайысы пек чоқ ве шымды бізім студиямызда карате бойынша ярышларда іштірак еткен ве ғалибе қазанған спортчылар ве оларының идманжысы болуынмақта. Студиямызда Қырым Жумхуриеті Киокусинкан карате-до федерациясының президенті Александр Джемерис ве Киокусинкан карате-до бойынша Русия чемпионатының ғалиплері Виктория Курышкина ве Александр Новгородский. Селям алейкум, доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Рассказывайте. Все хорошо у нас. Приехали с медалями с первенства. Это лучшая проделанная работа в этом году. Вот, с чем мы вас поздравляем, конечно же, в первую очередь. Да, как вы сказали, совсем недавно в Сочи прошел чемпионат первенства России по киокусин карате-до, где крымские спортсмены завоевали целых 7 медалей. Как вы считаете, что помогло добиться такого успеха? В первую очередь это плодотворный труд, кропотливый труд. Ребята готовились в день, по несколько тренировок было. Вот. Ну и в связи с этой обстановкой, с пандемией, не было давно соревнований, ребята соскучились и с большим рвением выходили на татами и показывали достойные бои. Вот Виктория вообще была в ударе, первую девочку за 8 секунд выиграла. Ничего себе. Нокаутом, поэтому видно было желание, стремление. То есть, как вы говорите, что несмотря на то, что давно не было различных соревнований и чемпионатов, это не дало, так сказать, опустить планку, и у спортсменов было еще больше времени подготовиться. Совершенно верно. Так оно и было. Соревнований не было, но тренировки никто не отменял. Вот. И, конечно, в период пандемии все прекратилось, но как только разрешили нам заниматься, мы наверстали упущенное. Летом у нас прошло 3 сборов учебно-тренировочные на берегу моря. Там проходили 4 тренировки в день. Вот. И дальнейшее, в сентябрь, также мы в 6 утра первая тренировка, вечером вторая тренировка, вот, после школы. Ребят, как готовились, как занимались во время пандемии? Вот таких тренировок вместе с тренером в спортзале не было, но тренировались ли дома, Виктория? Да, тренировались. Мы тренировались онлайн, тренировались по 2 тренировки в день. Как давно вообще занимаетесь карате, Александр? 7 лет. 7 лет уже. А сколько тебе лет? 12. То есть, Полжизни уже занимается карате. Виктория, а ты? 1,5 года. То есть, несмотря на то, что так мало в этом виде спорта, но тем не менее уже такие победы. Да. Скажи, а почему ты выбрала этот вид спорта? Такой, на первый взгляд, не женский вид спорта. Очень еще с детства мечтала заниматься таким видом спорта, именно где укрепляется дух, и ты становишься сильнее. И поэтому решила попробовать себя и свои силы. И мне очень понравилось. Саша, как ты попал в Я карате? последовала за братом. Мне понравилось, как он дерется, мне понравилось, что он приносит медали, и я тоже решил попробовать. Твой брат тоже каратист? Да, мой брат тоже каратист. Как прошел чемпионат? Теперь как раз-таки хотелось от вас подробнее узнать. Вот за 8 секунд, Виктория, ты одержала победу. Кто был твоим противником, соперником? Девочка была из Астраханской области, и Там просто 8 Сильно. секунд было, не успели ближе есть- познакомиться. Как ты считаешь, что помогло тебе победить? наверное, настрой, потому что если не настроишься перед боем, то ничего не получится. Я настроилась, вышла и быстро выиграла. Но достойный был соперник, но тем Да. не менее, все-таки удалось одержать победу. Да. Саш, с кем боролся ты? У меня было 2 боя, которых я выиграл. Первый бой у меня не было, так как не было соперников. Второй бой я продрался все 2 минуты, и по решению судьи дали мне. То есть, кто был твоим соперником? Краснодарская область, имя не помню. Ну, это и не важно, да, уже? Да. Очень интересно. Киокусинкан карате-до. Вот все-таки хотелось бы узнать поближе об этом виде спорта. Чем он отличается от других видов карате?
Вид спорта киокусин. В него входят 4 дисциплины. Одна из дисциплин это наша, киокусинкан. Вот. И чем различие? У нас карате полноконтактное. Удары разрешены руками, ногами, коленями, локтями. Удары в голову запрещены. Вот. У детей, у юношей, подростков экипировка – это защитные средства на голень, стопу, на кисти, паховая раковина и шлема. У мужчин и женщин то все защитные средства убираются, кроме как у женщин нагрудники и у мужчин паховые раковины. Вот. Тем самым это закаляет дух, тело, накатывается, набивается. То есть такая особенность данного вида спорта. Вот. Чем отличается, это выносливость в первую очередь. У нас нет баллов. Там, дотронулся, тебе дали баллы. У нас идут поощрительные моменты. Это за оценку, проведенную технику, когда спортсмен показал какую-то боль, там, начинает отступать назад, либо пропускает удар в голову ногой. Вот за это дают баллы. Такие необычные критерии оценки. Да, если спортсмен на протяжении после технической атаки остановился, не может в течение 3 секунд продолжить бой, отдается полная победа в иппон. Вот. В других видах спорта там идут жилеты, бронежилеты. Дотронулся, обозначил это удар, тебе дают балл. То есть, ну, как бы более так, я не скажу, что те виды карате, они плохие. Каждый выбирает по своему характеру, по своему настрою, кто чем хочет заниматься. Есть, конечно, и в тех видах карате свои нюансы, плюсы, которые мы высматриваем для своего вида спорта и перенимаем, усовершенствуем, подгоняем под себя, и они дают неплохие результаты. А насколько это травмоопасный вид спорта? Это хороший вопрос. Этот вопрос я слышу каждый день, когда родители записывают детей на тренировки. Хочу вам сказать больше. Буквально по приезду в Крым с первенства России мне звонит родитель одного из спортсменов, который я хотел повести, но он не прошел отбор в сборную и остался дома. И он мне звонит и говорит: Ваня поломал руку. На физкультуре бежал за мячом, упал в 2 местах, поломал руку. И такие звонки, как приходит зима, дети идут со школы, упали, там, подвернули, сломались, там, родители. Ну, как бы в повседневной жизни дети, родители, люди страдают более травмами, чем спортсмены на тренировках, на соревнованиях. То есть мы психологически, эмоционально настроены. Мы выходим и знаем, что нас ждет, плюс-минус там в некоторых ситуациях, и мы к этому готовы. У нас ежедневные тренировки, и дети уже на подсознании знают, чему они, что их ждет. Вот. И дети, чем раньше приходят, вот Александр начал заниматься, еще толком ходить не мог, уже начал практиковать карате. И таких детей у нас очень большое количество. В 4 года, в 5 лет они приходят, они еще не знают, где руки, где ноги. Их начинаешь этому азам учить, но чем старше приходят ребята, тем им сложнее. Потому что практику, выход на татами, это такой ритуал, когда каждый спортсмен должен подготовиться и пройти. То есть кто-то раньше, если старт дал, и опять же это все от родителей зависит, если они настроены вкладывать в ребенка, вводить, это большой труд. Ежедневно приводить на тренировку, отводить, отнимать свое время личное, вкладывать в ребенка, то, соответственно, у него и старт быстрее пойдет, чем у ребенка, вот как у Виктории, 1,5 года. И у нее девочки уже занимаются также там, по 8, по 10 лет. Она только 1,5 года, но у нее есть упорство, стремление, и это дает свои плоды. То есть на порядок она была по стилевой квалификации ниже, у нее только оранжевый пояс, а у той девочки был коричневый пояс. И за этот пояс она и поплатилась.
Потому что она вышла, думает, сейчас новичок здесь, я ее раскатаю, и все. А и тут Виктория взорвалась одним жестким, быстрым ударом, и все. И девочка в нокауте. Поэтому недооценивать спортсменов, новичок он или новичок, нельзя. Поэтому это будет для нее опыт, для нас стимул дальше тренироваться. Насколько я понял, Киокусинкан, он немного брутальнее других стилей, поэтому и этим самым он привлекает некоторых людей. Вот вы сказали, что в других стилях там учитывается касание и так далее, а здесь учитывается и эмоция соперника. Почувствовал он боль и даже не почувствовал ли боль? Да, совершенно верно. Нас на тренировках учат терпеть, не показывать боль. Есть у нас в дисциплинах, в виде спорта, дисциплинах, там, где они уже отходят от традиций. Основополагающие традиции, когда Масатацу Аяма, это основатель данного карате, обозначил рамки, да, критерии. Вот. Сейчас некоторые федерации, дисциплины, они вводят что-то новое, там, толчки, то есть уже более отходят от этого. У нас Киокусинкан, он более в традициях, да, вот, и основополагающий. Саша, тебе приходилось применять свои умения и навыки в карате за пределами татами? Да, приходилось. Очень интересно, рассказывай. Было во 2 классе, на меня, как сказать, быковал пацан, но за это он поплатился. Уложил его на лопатки? Да. Потом начали звонить родителям, там, разбираться. Естественно, за меня начали заступаться мои друзья. Там много было ситуаций, когда помогали мне друзья и сами навыки карате. То есть ты считаешь, что правильно, да, использовать вот все свои навыки вне татами? Да, правильно, но нельзя их употреблять именно, чтобы показывать, что ты сильнее, только если, это мое мнение, только если тебе хотят сказать, что ты такой низкий. Только в целях самозащиты? Да, только в целях самозащиты. Правильно. Виктория, как ты считаешь, были ли у тебя такие случаи? Нет, у меня не было. Я стараюсь не использовать ничего вне зала, только в целях самозащиты. Но пока что мне еще не приходилось использовать. Действительно, насколько эти приемы, которыми обучаются дети, могут помочь в реальной жизни? Каждый по-своему проявляет свои знания. Кто-то, в принципе, спортсмены, которые показывают, что они что-то умеют, там, ходят на улице, рассказывают, в большом случае они, в принципе, ничего не умеют. Самое основное – это спортсмен, как в душе он настроен, какая у него самооценка. Поэтому если там человека начинают, как в школе, да, поймали слабенького и начинают над ним стебаться, это приводит потом в дальнейшем к травме, какому-то, они ходят, провоцируют, наши ребята до определенного момента терпят, смотрят, потом делают несколько приемов, и все на этом заканчивается. Да, приходят, звонят, жалуются родители, вот ваш каратист. Я говорю, приводите к нам вашего каратиста. Он поймет, как себя нужно в обществе вести, как себя в обществе вести не нужно. Многие такие провокационные моменты, они разрешаются просто здравым умом наших спортсменов. Они смотрят, как его можно там ударить, да, если он маленький цветочек такой еле ходит. Смысл? Там они разворачиваются просто и уходят. И, в принципе, есть такие родители, которые прислушиваются, приводят к нам своих детей, и, в принципе, через время неплохие спортсмены получаются. А можно ли говорить о том, что киокусин-карате и спорт в целом, он помогает закаляться и развиваться и в других сферах жизнедеятельности? То есть ребенок, он изначально, вот как вы сказали, что карате – это такой вид спорта, где учат не показывать и терпеть боль. То есть в других сферах тоже не давать слабинку, всегда быть готовым на победу, настроенным на победу.
В первую очередь это дисциплинирует детей, детей, взрослых на режим дня. Выстраивает режим дня, они знают, когда у них тренировка, когда у них свободное время, когда у них уроки. У нас спортсмены не только занимаются карате, они ходят на акробатику, они ходят на кроссфит, они ходят на дополнительные. Кто-то на гитару, кто-то на барабан, то есть кто-то рисует, кто-то поет. Они не закрываются только в одном виде спорта. Соответственно, они развиваются разносторонне. И у них здоровое общение со своими ровесниками. Так как у нас не принято употребление алкоголя, курения, то есть они общаются с ровесниками, старшими ребятами, которые этим не занимаются. Соответственно, и они выстраивают уже дальнюю позицию вперед в будущее, светлое, без вот этих вредных всяких привычек. И достаточно неплохо себя показывают, занимают призовые места в других видах спорта. Кто-то играет в шахматы. У нас такой случай был, когда ребенок играл в шахматы и играл в футбол. И ходил на карате. То есть он в последующем выбрал карате, но азы, которые ему включили, дали в шахматы, он обыгрывал детей на татами просто на 2-3 шага вперед. То есть И карате было это заметно. тоже, в первую очередь, как и в другом виде спорта, нужно думать Да, и предугадать дальнейшие действия своего соперника. Да, нанести контрудар, сблокировать, сместиться, выбрать именно вовремя, уйти от удара, нанести контрудар. Поэтому это очень кажется, что как бей, беги. Это не совсем так. Чем выше уровень спортсмена, тем больше надо думать. Это уже как бы на подсознание оно переходит. Поэтому вот эти соревнования, которые проходят, первенство, чемпионат России, такие ключевые соревнования, потому что со всей России приезжают лучшие ребята, которые прошли отбор в своих регионах и везут только лучших, которые вошли в сборную региона. Поэтому то, что с каждым годом Республика Крым показывает динамику роста в таких соревнованиях, это меня уже радует. То есть, значит, мы двигаемся в верном направлении, и селекцию спортсменов никто не отменял. И приходят спортсмены, они, если закрепились, стали лучше, чем предыдущие. Соответственно, они на голову выросли те, кто были лидерами. Приходят следующие спортсмены, упорные, не выбивают тех, которые были уже лучше. И с каждым годом вот эта тенденция, динамика, она видна. Спасибо большое, что посетили нас сегодня. Мы вас еще раз поздравляем с победой. Желаем, конечно же, дальнейших побед, и чтобы каждый бой в вашей жизни стал победным для вас. И что вы пожелаете нашим телезрителям? Александр, начнем с вас. Спасибо за теплые слова. А пожелаю я следующее: быть бодрым, здоровым и не останавливаться на достигнутых целях, а всегда ставить перед собой дальнейшие планы и добиваться их. И главное, чтобы был мир во всем мире, здоровья крепкого и мира в семьях, и всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Ребят, кому будем привет передавать? Сейчас есть такая хорошая возможность. Не знаю. Кто вас сейчас смотрит? Родители, одноклассники, друзья? Бабушка, наверное. Бабушка обязательно смотрит. Передавай привет бабушке. Привет, бабушка. Виктория, кто тебя сейчас смотрит? Я передам привет родителям. Мам, папа, привет. Спасибо большое, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем хорошего дня и хорошего настроения. Спасибо большое вам также. Всего хорошего. Біздің ғалиплерімізге Аллахула кетірсін деп айтамыз. Келешек ярышларда да ғалибе тілейміз. Мана бөлек güzel сөбет Тенсон, невбетеки қысмымыз енді азыр. Келіңіз сейретейік.